Это литовицы, словаки, белорусы, украинцы. Ну, украинцы у Галиции трохи было мешчан в городах. Трохи было. Але в основном так само селянский народ. Потому что города были полонизованные, або русификованные. У словаков так само словаки были в основном селяне. Мещане так само говорили по-венгерски, некоторые выезжали в Чехию, лечили себе чехами, говорили. Вот это вот вельми істотная причина, чому, наприклад, вот эти народи спознялися в развитті національного руху, чим Чехи вже у середині 19 століття мали вельми моцний рух, словаки тільки в другой половині этого століття почали набирати масовий характер. Зараз я про це буду говорити. Это вот, на мою думку, найлепша типологія, яка тлумачить, як у нас це розвивалося у Центрально-Сходній Європі, чому одні мали поспіх, чому другі спознилися і так далі. Вот это так само вельми важно. Это выделил Мирослав Грох, чешский доследчик, уже можно сказать классик развития национальных рухов в Европе. Это дотичить найбільше нас. Развивалися три фази этих рухов в нашем регионе. В 19 до середини 20 століття. Удзельнічаць національному руху починають асенсовувати свою национальную идентификацию только от другого поколения после отмены пригонного права. Потому что пригонное право – это полная залежность, это полная свобода от принятия особистых решений. Некто сказал, что некоторые лечат, что наивысшая ступень свободы – это свобода от обовязков, свобода от принятия особистых решений. Пригонный селянин, он цалком залежить от пана. Коли не хапило зерня на посів, пан дасть. Коли там нема приладов праці, конь здох, пан дасть, тому що ти у пана на землі працюєш, дасть, як б себе працював. Коли не можеш жонку знайти, пан знайде. А ще в 19 столітті много де було ще справді жонку в першій ночі. Ну, такі звичаї у нас в нашому регіоні таке було. Подобно нечто було в Америці, коли американців чорноскурих визволили, многие не хотели доходить от молодальников. А тут дают тебе землю, ну ты за ее повинен заплатить, вот, когда вызволяли от пригонного права. Давали кредиты, и ты сам. Что хочешь сей. Что хочешь землю продай, хочешь не продай. Урожай не уродился, что хочешь роби. Жонку сам шукай. Зерня иди продавать, сам вези. Продал, не продал. И только дети этих людей вызволенных уже привыкают до самостоятельности. Я это выдатно разумею, потому что в 1987 году я впервые покинул державную службу. Працевал в Академии наук и пошел у кооперативу. Архитектурно-археологичный кооператив реставрации Менску. Я пошел на посаду археолога. Это был страшенный барьер психологический. Тут ходишь в этот институт реставрации, робишь, не робишь, зарплату отримал. А тут не заробишь, не отримаешь. Это был девчонок малый, это было, я пам'ятаю, як это было тяжко, это Дар'я Передович. Просто полгода я забыл про его, потому что зароблял 3 раза больше, чем в этом институте. Казалось, что ты коли нечто хочешь робить и маешь энергию, все это можно зробить. Але пойти з державної служби на посадку, це було вельми страшно. То я саме було в этих людей. І у нас почали визволяти этих селянов только в 19 столетии. Я уже казал на попередних лекциях, что в Заходней Европе селяне были вольны особисто от 13-14 столетия. Там настолько активно развивался рынок, что эти паны земли, и они хотели от селянов гроши. И селяне могли эти гроши здобыть, продаючи свою продукцию, бо было где. Были города, были рынки, было запотребование на продукцию. И эти феодалы, паны переводили их на грошовый чин. Вот ты платишь столько-то, вот тебе земля, вот ты свободный человек. Хочешь сам опрацовывай, хочешь соседей наймай.